Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. У кого вы не выходите из головы, кто постоянно думает о вас, о чем эти мысли и что будет дальше, реализует ли человек эти мысли, расскажет ли о своем настроении в вашу сторону. Загадывайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Смотрите, ну здесь вас прям змеей показали. Змеей с правой стороны, еще и в таком положении говорят о том, что человек, который думает о вас, он восхищается вами, вашей смелостью, вашей мудростью, вашей какой-то неземной, очаровательной красотой. Человек считает, что вы во всем идеальны, либо более идеальных людей, человека, женщину, он никогда не встречал и не видел. Здесь как два начала. С одной стороны, это змея восхищения мудростью, красотой, а с другой стороны, здесь какая-то дикая привязка к вам идет. Человек, который думает о вас постоянно, он как бы с одной стороны желает вас всем своим существом, каждой своей клеточкой, каждым своим фибром, но при этом очень сильно вас боится. Боится попасть в зависимость от вас, боится раствориться в вас, боится себя потерять вот в этой своей любви к вам. Девочки, вы все разные, поэтому я дам описание мужчины, а вы уж понимаете, кто он вам. Этот человек имеет возможность вас ежедневно, практически ежедневно наблюдать. То есть вы у него где-то перед глазами. Либо он завсегдатый ваших соцсетей, да, то есть вы там публикуете фоточки, он их постоянно жадно просматривает. Либо вы с этим человеком как-то вот рядом находитесь. Может быть, работаете вместе, может быть, учитесь вместе, может быть, проживаете по соседству. То есть может вас видеть, может вас наблюдать. Человек светлый, то есть у него светлые волосы, это все оттенки блонда, от светлого до темного. И также может отыграться, что человек сам по себе темной масти, но у него есть седые волосы, и он выглядит как светловолосый человек. У человека есть какая-то растительность на лице, усы, борода, ну что-то у него там растет. Он периодически это отращивает, сбривает, либо в последнее время вот он отрастил и ходит с этим. У него очень красивые глаза, просто невероятные глаза. Прям какое-то волшебство у него в глазах. Вот прям как затягивают его глаза. На лице это самое красивое, что у него есть, это глаза. Глаза. Необычный цвет, необычная форма. Там разрез глаз необычный. Такие прям, знаете, манкие глаза. Вот кто посмотрит в его глаза, тот и пропал, особенно если женщина. Глаза у него бывают очень суровые, а бывают невероятно добрые, открытые, такие, знаете, как ангельские глаза, как у ребенка, маленького ребенка глаза, широко открытые, такие интересные. И еще по поводу этого человека. Роста он повыше, чем вы, но не великан, не 2-метровый, не 3-метровый, а чуть повыше, чем вы. По возрасту однозначно человек старше, чем вы. Однозначно. Причем старше где-то так, знаете, от 5 до 10 лет. А у кого-то даже отыграется и все 15 выйдет. У человека более какой-то насыщенный опыт в жизни. То есть больше повидал, больше знает, там, знакомых больше имеет, практики у него больше, возможностей у него больше. Как многое прошел, многое испытал. Императивным путем очень много понял о жизни, о себе, о людях, о взаимоотношениях. Кстати, у кого-то отыграется, что этот мужчина не свободен, либо не до конца свободен.
Может быть, он развелся когда-то давно, но все равно там содержит свою семью, помогает своим детям. А может быть, сейчас вот он находится в семье. Но там я не вижу никакой привязки, вот чисто по чувствам к другой женщине. Этого не показали. У него в мыслях только вы. Вы для него как будто бы икона, на которую он молится. Вы, извините, что так говорю, но вот конкретно показали ваш образ и его взгляд на вас. Взгляд с восхищением, с восторгом. Ну, зачаровали, вы его зачаровали, по-другому не скажешь. Я вижу, что вы ничего не делали, вы ничего не предпринимали, чтобы его очаровать. Оно вышло само собой, само по себе. И для многих из вас будет просто шоком, кто этот человек, да, либо его истинные намерения и чувства к вам. Я не вижу, чтобы он себя прям активно проявлял в вашу сторону, я не вижу, чтобы он вас добивался, он как будто бы себе это запрещает, знаете, как по рукам себя бьет, по рукам, по лицу, типа очнись, что ты делаешь, ты взрослый мужчина, да, у тебя там ответственность, авторитет и прочее, прочее. Но при этом сердцу не прикажешь, вот душа к вам тянется. Еще вообще идет какое-то родство между вами, родство. Вы как родственные души, то ли у вас какая-то схожесть есть, как в одной полярности вы находитесь с ним. Когда вы вместе, когда у вас есть возможность вот просто даже в одной комнате поприсутствовать, вы друг друга очень ярко ощущаете. Ощущаете, да, присутствие друг друга. Как-то комфортно себя чувствуете, комфортно, спокойно чувствуете. Если честно, у многих отыграется, что вы действительно вот чем-то повязаны, как действительно родственные души вы идете мне. Так, еще по поводу этого мужчины. У мужчины сейчас какое-то дело в руках, либо он как обдумывает какую-то сделку, какой-то серьезный проект он обдумывает. То есть ему сейчас нельзя отвлекаться, а он с собой ничего сделать не может, поделать не может, он только о вас думает, только на вас смотрит. У него такое ощущение, что он сходит с ума. Сходит с ума. Знаете, он так себя доведет, и будет какой-то взрыв, когда у него просто крышу снесет, и он прям к вам прибежит и вывалит все свои чувства, все свои эмоции, еще и будут вас обвинять в том, что вы такая прекрасная, свели его с ума. И, кстати, на этой цепочке есть девушки, женщины, которые состоят в официальном браке, либо состоят в таких серьезных, долгосрочных отношениях. Мужчина очень дико вас ревнует. И смотрите, если вы с ним работаете вместе, то он может даже как-то избегать общения с вами, специально избегать. То есть у вас даже может сложиться такое впечатление, что он плохо к вам относится, что вот он там особо с вами в диалог не вступает, либо наоборот там отворачивается, закрывается, да, и вы думаете, фу, какой невоспитанный. Но на самом деле нет, девчонки, он очень воспитанный, просто вы настолько на него действуете, настолько влияете, что это не по силам, ему не по силам справиться со своими чувствами. Если он будет еще с вами как-то кокетничать, близко общаться, он просто на вас накинется. И будет скандал. Да? Скандал, он себе этого никогда не простит. Для него вы, с одной стороны, самая желанная женщина в мире, а с другой стороны, вы как маленькая хрупкая девочка, которую он как мужик должен защищать, оберегать. Он, кстати, очень много знает о вас, о вашей жизни, о ваших делах, о том, что происходит с вами. Неприятно то, что он не может конкретно вот встревать в какие-то ваши вопросы и вам помогать. Это ему, конечно, неприятно. Он хотел бы иметь возможность вам помогать. Но пока, видите как, пока он вам не откроется, на каком основании, на каком праве он будет вам помогать. Если этот мужчина ваш начальник, то, девочки, он как-то так защищает вас, может быть, перед другими там, сотрудниками, либо какая-то негласная там разнарядка, чтобы вас там не трогать, не пригружать работой. Такое может быть. Ну, не у всех, конечно, но отыграется. Так, смотрите, я вижу, что он как раб своих мыслей. Он пытается, он даже, знаете, у кого-то отыграется, что мужчина, может быть, даже к психологу обращался, чтобы откорректировать эту ситуацию. То есть, представляете, он на вас залип, ни о чем думать не может, ни о ком думать не может. Там, работа вся по боку,
его дела по боку, только вы у него перед глазами, как наваждение. Наваждение. Смотрите, у одних отыграется, что он обращался к психологу, чтобы ему помогли, да, как-то вывели его из этого состояния очарованности. А у других отыграется, что мужчина ходил, ну, например, к эзотерику, к практику, к магу. Да? Типа, меня очаровали, на меня навели чары, мне там присушку сделали, на меня, вернее, сделали, помогите, снимите. Даже такие моменты могут быть. Потому что я вижу тут знак, либо это медицина, либо это магия. Вот куда-то он обращался, но ему там, к сожалению, не помогли, либо, ну, посмеялись и сказали: дурачок ты. Если ты любишь эту женщину, иди люби, да, иди признайся ей. Так, еще, смотрите, здесь выходит персонаж, который лишился крыльев. Человек лишился крыльев. Как повысыпались перышки с крыльев, повысыпались. Человек высоко летал, человек такой, знаете, типа, я гордая птица, да, я там за свободу, там, куда хочу, туда лечу и прочее, прочее. Это кто-то из ваших бывших, девчонки, однозначно, кто-то из ваших бывших, либо несостоявшихся. Причем этот человек сам как будто бы упорхнул из вашей жизни, побоялся, может быть, ответственности, побоялся брать на себя обязанности, за какой-то мечтой вот упорхнул, улетел, может быть, даже куда-то переехал, съехал. А сейчас без крыльев, крылья высыпались, приходится ножками по грешной земле и не ходить, а ползать. Тяжелые жизненные обстоятельства у человека. И сейчас человек вспоминает вас и какие-то ваши слова. Вот что-то вы ему на прощание такое сказали, что прям исполнилось тютелька в тютельку. Вы ему как напророчили какое-то будущее, как напророчили. Может быть, со зла, а может быть, как предвидели, да, и так может отыграться. И вот сейчас он вас вспоминает и винит вас в том, что ему сейчас вот так хреново. Хотя, ну, умом понимает, что все-таки я сам это все сделал. С одной стороны, да, она была права, а с другой стороны, она мне накаркала. Вот такой момент есть. Он то злится на вас, то сожалеет о том, что вас не послушал. И вообще сожалеет о том, что упорхнул от вас, улетел. То есть говорит: зачем мне эта мнимая свобода, если я все потерял? Если в этой свободе ничего нет, никакой базы нет, никаких возможностей нет, ни любви, ни тепла, ничего нет. Ну, зачем мне эта свобода? То есть сейчас он падает, и помочь ему некому. Все чаще и чаще думает о вас. Опять же, то злится, то наоборот переживает, что не послушал, не сделал так, как вы сказали. Ну, это кто-то из бывших. Кстати, этот бывший скоро выйдет на связь. Либо напрямую с вами свяжется, либо кто-то от него вот прямо расскажет вам о том, что с ним случилось, какие неприятности и беды его постигли. Да. И так и скажет, что винит тебя, именно винит тебя. Так, смотрите, здесь стоит образ человека, который хотел бы вам что-то предложить. Вот он обдумывает сейчас свое предложение. Стоит он в центре, и вот это предложение уходит прямо в венец. Смотрите, там есть другие люди, которые готовы, не знаю, душу отдать, лишь бы такое предложение получить. А человек именно вам будет предлагать. Именно вам. Именно как вы ему больше всего подходите, либо вот как-то впечатлили вы этого человека. Это предложение может быть и по работе, и по сотрудничеству, и по каким-то, не знаю, услугам, сервису. Именно вам хотят предложить. Этот человек, буквально со дня на день выйдет на связь, на контакт, и это предложение сделает. Предложение непростое, предложение судьбоносное, либо, знаете, как говорят, ключевое предложение в вашей жизни. Девушки, женщины, кто зашел на эту отсыпку? Здесь не про любовь, здесь именно про работу, про помощь, про бизнес, про вашу реализацию, про какие-то льготные условия. Знаете, вот все, что связано с материальным, с улучшением, с помощью, с приходом, с доходом, с какими-то благами в вашу сторону. Вот человек вам хочет предложить, именно вам. Вы ему показались самой лучшей кандидатурой, вы ему больше всего понравились. Поэтому вам будут предлагать.
Вы уж там, конечно, думаете сами, но, как по мне, это предложение, оно просто крутецкое. Вам нужно это предложение. Благодаря этому предложению очень многое в вашей жизни исполнится. Из того, о чем вы мечтали, из того, о чем вы, например, думали. Так, еще кто думает о вас? Кто-то из ваших близких о вас думает, переживают за вас. Особенно переживают почему-то за вашу личную жизнь. Переживают, кстати, о вашей личной жизни больше, чем вы переживаете. Вы можете на этой теме иногда расходиться во мнениях, да? Ну, попросту ругаться можете. Послушайте, здесь нет какого-то упрека, укора. Здесь ваш близкий человек действительно переживает, вот до слез переживает о том, что у вас такая вот неспокойная личная жизнь, либо не сформированная личная жизнь. Вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Но здесь искренние переживания. И от того, что вы чего-то не договариваете, наоборот, эти переживания усиливаются. Здесь такой совет, рекомендация поговорить напрямую. Да, объяснить свой взгляд, свои ощущения, свои мысли. Не надо отмалчиваться, либо наоборот, не надо приукрашать. Потому что здесь человек, не молодой выходит, далеко не молодой, и человек очень мнительный, и на почве вот этих нервных переживаний у человека даже может как ухудшиться состояние, либо какой-то кризис начаться, не дай бог, конечно. Здесь совет не ругаться, не уходить в молчанку, а именно разговаривать, проговаривать и всегда на позитиве быть. Все-таки переживания, любит вас, да, любит, переживает, думает. Так, мои хорошие, давайте я еще вам на оракуле посмотрю. Что еще нам оракул добавит к тому, что мы увидели в песке? Какую дополнительную информацию даст нам оракул? О чем вы должны знать? Так, это песок нам показал. О, я вам говорила про змею. Вот она, видите, вот образ змеи. Это вы. Здесь очень четко оракул показывает вот этого мужчину, который все-таки решится и проявится в вашу сторону. Проявится, смотрите, вы друг на друга смотрите. Он всадником вышел, то есть как-то наскоком застанет вас врасплох. А вы, девочки, вы, если честно, обрадуетесь. Когда он к вам откроется в своих мыслях, в своих чувствах, вы этому обрадуетесь. Здесь как судьба. Я же не зря сказала, что у вас какая-то связь. Прямо ее показали. Между вами связь. Это судьбоносная связь. Вы друг к другу уже привязаны. Здесь вас показали змеей. Змея – трефовая королева. Яркая, самобытная, необычная, умница, красавица. Не забывайте об этом. И знайте, что вы совсем справитесь. Знайте, что для вас нет невозможного. Невозможно, когда вы опускаете руки и когда вы сами отказываетесь. Смотрите, прежней жизни придет конец. Вот какой жизнью вы жили, одинокой, неспокойной, переживательной, придет конец. Открывается новая глава вашей жизни. И эту новую главу вы будете писать не одна, а вместе с этим мужчиной, который вам откроется. Красота. Дай Боже, и чтобы у вас все случилось, и чтобы все получилось, и чтобы вы были самой-самой счастливой. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.